Минздрав республики отказывается выдавать бесплатно лекарства детям с синдромом Хантера. Республиканың Һаулык һаклау министрлыгы Хантер синдромы менән авырыган балаларга бушлай дару бирүдән баш тартты. Минздрав республики отказывается выдавать бесплатно лекарства детям с синдромом Хантера. Республиканың Һаулык һаклау министрлыгы Хантер синдромы менән авырыган балаларга бушлай дару бирүдән баш тартты. Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Доброе утро. Доброе утро. Максим Фурников. Дина Ударисова. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 10 51, номер для ваших смс-сообщений. У нас сегодня среда, значит, у нас много газет, и в первой части мы их почитаем. Мы расскажем вам о некоторых событиях, которые попадают в новости, и которые не попадают в новости, о них мы тоже расскажем. Мы с вами послушаем отрывок из программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был писатель Игорь Савельев. Мы очень много говорили о Серебренникове, о культуре, о мате и так далее. Да, о цензуре. Но мы послушаем отрывочек как раз, который связан с тем, что происходит сейчас. Ну и там, в общем, если еще успеем, то поговорим о паре новостей и поставим голосование по ним. Но начинаем мы, как и всегда, по средам с прессы. Пресса с доставкой на дом. Я, наверное, начну с аргументов и фактов. На первой полосе региональной вкладки они пишут о том, кто поможет выпускнику, то есть так именно называется материал, кто поможет выпускнику. 78% студентов находят работу в течение года после вуза, так пишет АИФ. Ну, тут такая статистика. Смотрите, почти 20 тысяч молодых людей республики, получив диплом о высшем образовании, вышли на рынок труда. Удается ли им, не имеющим опыта, найти работу? Окончив университет, пыталась устроиться по специальности. Звонила, ходила по многим предприятиям, организациям, отвечать берем исключительно только с опытом. Честно говоря, не представляю вообще, как это происходит, потому что, не знаю, я работал, мне так кажется, со школы везде, всегда, и я не понимаю, в чем проблема. Проблема в том, что, да, молодые люди не работают, они просто вот учатся, а потом выпускаются с университета и думают, вот я приду, и меня возьмут на работу. Я просто скорее как работодатель, наверное, здесь уже рассуждаю, но вот иногда приходят люди, которые, не знают ничего, но у них есть диплом, и они говорят, у меня же есть диплом. Платите мне денег. Ну ладно, извините за лирическое отступление. В общем, исследование, которое ежегодно проводит Минобрнауки, показывает, что не так уж плохо обстоит дело с трудоустройством выпускников. Так, из 23 тысяч человек, окончивших университеты республики в 2015 в течение первого года после получения диплома нашли работу 78%. Я не знаю, как делается эта статистика. То есть я не знаю как. Но я помню очень хорошо, что когда я заканчивал вуз, к нам пришел декан, то есть где-то за полгода или за 3 месяца до того, как мы должны были получить дипломы, и сказал так, значит, через неделю все должны принести справку с любого места работы потенциального, что вас туда берут. У нас тоже так было. Абсолютно, да? И таким образом замечательная статистика получается. То есть мы просто приносили, неважно, то есть вот любая компания, там просто знакомых попросить, это ни к чему их не обязывает. Дядю, тетю, кого-нибудь. Да. Просто пускай они напишут справку, что да, мы вот такого возьмем на работу. Мы это все приносили декану, декан, соответственно, относил это, я не знаю, куда там, в ректорат, а ректорат отчитывался, что практически там 100% студентов нашего вуза уже нашли работу, хотя, да. Ну и, в общем, все довольны. Все рады. Поэтому я бы очень этой статистике не доверял. Правда, этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом на 2%. Вот, видимо, какие-то студенты не донесли справки от тети и дядь. Напомним, информация анализируется по данным, предоставленным пенсионным фондом. Ага, то есть отчислением от зарплаты. То есть здесь все-таки другое. Таким образом, 78% это может быть не точная цифра, но так как есть риск, что часть молодых людей получает деньги в конверте. Также в исследовании не уточняется, по специальности устроили специалисты или нет. Их средняя зарплата 28 тысяч рублей.
Ну, это так нормально. Нормально, да. Ну, учитывая, что кто-то сразу попадает в нефтянку, да, и там сразу получает... Ну, по Башкирии, да, это такая статистика. Да. Треть молодых людей нашли работу в других регионах. Треть. Угу. Интересно, сколько? Ехали в Татарстан. Сколько из них в Татарстан? Ну, кстати говоря, об этом будет в бонусе очень важный материал. Среди, значит, средняя зарплата уехавших 35 тысяч. Ну, то есть на 6 тысяч, на 7 тысяч. Ну, то есть понятно, больше. почему уезжают, по крайней мере, да. А из тех, кто остался, больше всех получают окончившие филиалы нефтяного университета в Октябрьском и Салавате, то есть, как мы и предполагали. Из тех, кто уехал, самые высокооплачиваемые тоже они. Ну, то есть, на секундочку, значит, те, кто из университета нефтяного устраивается в Уфе, получают 43-37, а те, кто уезжают, получают 77-74. Ну, вахтовым методом чаще всего. Еще, как ни странно, выпускники Башкирского института физкультуры тоже получают много. Вероятно, это объясняется тем, что заочно в этом вузе получают образование многие именитые спортсмены. Возможно, да. Самые скромные зарплаты у выпускников Кумертауского института экономики и права 11 тысяч рублей. Вот. Поехали дальше. Значит, что еще пишет АИФ? АИФ пишет материал под названием «Камеры стоп». В Уфе провели тендер под конкретного поставщика, задается вопросом АИФ. Арбитражный суд по Республике Башкортостан по обращению Управления Федеральной антимонопольной службы приостановил исполнение контракта мэрии на закупку видеокамер на 60 миллионов рублей. ГИБДД поддержала УФАС в споре с муниципалитетом. Этот контракт оценивается, если точно, 59,8 миллионов рублей, то есть 59 миллионов 800 тысяч. Первоначальная цена была вообще 80 миллионов. Заключен управлением коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы с московской компанией. В мае этого года стороны проигнорировали определение УФАС о приостановлении торгов. Какие настойчивые, смотри, смелые, самостоятельные. Время требовалось для рассмотрения жалобы на условия аукционной документации. Пожаловались на нарушение в тендере московское предприятие, сообщившее, что заказчик необоснованно объединил в один лот работы по поставке техники и ее обслуживанию. Они относятся к разным товарным рынкам. То есть понятно, да? Поэтому компания, которая занимается только какой-то одной из этих сфер, не смогла участвовать. И, в общем, об этом подробно пишет АИФ на второй полосе. Я, ты знаешь, честно говоря, удивился, подумал, что реклама алкоголя же у нас запрещена крепкого, по крайней мере, в прессе, а это не алкоголь. Это стерлитамакский уксус. На бутылке очень похожие. Поехали дальше. Не буду сейчас останавливаться на статье о том, может ли художник разбогатеть, уж извините. Художник должен быть голодный. Те, кто хочет рисовать, но вот сомневается, может ли или не может. Я только скажу, что, естественно, все пишут о старте Салавата Юлаева, о том, что Салават Юлаев стартовал в чемпионате страны. Загадка нового сезона. Вот так называется материал. 13 новых хоккеистов пополнили команду. Какое число символичное. Да, кстати, если что, и отмазка готова. Но я просто скажу, что бонус тоже об этом пишет, и бонус пишет даже более оптимистично и называет Салават Юлаев теневым фаворитом Кубка Гагарина. Да, каждый год его так называют. Не знаю, нет, в прошлом году, по-моему, как-то так не называли. Да, было, да. Да? Я вот, по крайней мере, так не запомнил. Бонус пишет сразу несколько важных, на мой взгляд, материалов. Вот первое, о котором я скажу, называется «Цугцванг башкирских дорожников». Если кто-то не знает, что такое цугцванг, это положение в шашках или шахматах, да. Которые, да, то есть каждый ход, который ты сделаешь, ухудшает твое положение. Соответственно, любой, какой бы ты ни сделал ход. Соответственно, о чем пишет в этом смысле бонус? Возбуждение весной уголовного дела вокруг строительства участка автодороги Карайдель-Тастуба, Садка и моста через реку Уфу стало одним из самых громких коррупционных дел в республике. Само оно удивляет примитивностью схемы и количеством вовлеченных лиц, о его подробностях побеседовали с одним из главных свидетелей по этому делу, начальником уфимского ДРСО Айратом Маликовым. Он, в общем, Айрат Маликов, рассказывает о том, как там все происходило. Он очень интригующе начинает, смотри. «Не хочу оставаться стрелочником в деле, где завязаны не сотни миллионов, а миллиарды рублей. А игроки являются не руководители средней руки, а чиновники в самых высоких кабинетах. С апреля 2016 года Айрат Маликов был руководителем Иглинского и Нуриманского ДРСУ Башкиравтодор. Да. 5 декабря на него было возложено
исполнения обязанностей руководителя Уфимского ДРСУ. И, соответственно, дорожные стройки эти все легли на его плечи. Да? У меня есть, подруга, которая живет как раз в Караидельском районе, и она рассказывала такие странные слухи, что, дескать, на этой дороге, когда ее строили, где-то там в глубинных залежах нашли уран. И все местные жители были очень испуганы этим фактом. Ну, слухи, это на то они и слухи, да? Тем не менее, вот возвращаясь все-таки к этому материалу, здесь такая красноречивая фотография. На этом месте в 2017 году начато строительство автомобильной дороги, обход села Караидель с мостом через реку Уфу. Это фотография такой доски мемориальной практически. А по документам строительство было уже завершено и оплачено 19 декабря 2016 года. О как. Ну, по крайней мере, так пишет про Уфу. И здесь очень подробно, ну, просто нам не хватит, наверное, времени прочитать это все в эфире. Но если вот посмотреть по количеству имен упоминаемых и количество начальников упоминаемых, это, конечно, ого-го. Наверняка это есть уже и на про Уфу, ну, если что, в бонусе в сегодняшнем начало на первой полосе, а потом продолжение на 6-й. Ну, теперь давай еще по материалам в бонусе, которые, на мой взгляд, обязательно нужно упомянуть. Во-первых, в Башкирии отказались от идеи Министерства семьи, мы об этом в эфире много говорили. А вот то, что инвестиции в основной капитал на каждого жителя в Башкирии 2 раза ниже, чем в Татарии, об этом мы не говорили. Так вот, деловой журнал «Инвест Форсайт» составил рейтинг регионов, показывающий, насколько успешно субъектам России удавалось привлекать инвестиции в период с 2000 года. Башкирия в этом рейтинге занимает 32 место. Инвестиции в основной капитал на душу населения в республике значительно ниже, чем в среднем по стране. Ну, как же, если мы 32 место занимаем... Это первая половина. Мы как минимум в серединке, да. Ну, не знаю, где же здесь ниже, чем по стране. Но самое главное, что, конечно же, мы ниже, чем Татарстан. Государственный телеканал БСТ выступил за отставку Хамитова. Такой заголовок громкий. Ну, вы, наверное, слышали это в новостях у нас. Мы, если не слышали, то сейчас расскажем. В понедельник на госканале «Башкирское спутниковое телевидение», пишет бонус, в вечернем выпуске программы «Новости» в сюжет про Уфимскую коррекционную школу-интернат неожиданно для зрителей был вставлен отрывок из митинга за отставку главы региона Рустема Хамитова, который прошел на площади перед Дворцом спорта 20 июля. Хамитова в отставку, комментирует кто-то за кадром, а затем слышно, как протестующие кричат: «Раз, два, три, Хамитов, уходи». Такой казус привел в недоумение ведущую. Это было видно по ее удивленному выражению лица. На следующий день телеканал на своем официальном сайте дал комментарий с объяснением случившегося. По версии БСТ действовали злоумышленники, которые обошли систему защиты и намеренно подменили звуковую дорожку в одном из репортажей программы «Новости». Но творческая и техническая группы оперативно отреагировали на нештатную ситуацию, не допустив дальнейшего проявления брака в эфире. Произошел умышленный взлом нашей системы. В настоящее время в компании производится тщательная проверка, устанавливаются все обстоятельства данного ЧП. Мы обратились за помощью в правоохранительные органы, которые также активно подключились к данной ситуации. Телеканал «Башкирское спутниковое телевидение» приносит свои извинения зрителям за технические неполадки и уверяет, что виновные обязательно будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. Ну вот, соответственно, БСТ решил узнать у бонус решил узнать у технических специалистов, реалистично ли объяснение БСТ данного инцидента. Технический специалист одного из телеканалов Екатеринбурга сказал: в принципе, такое возможно, но вряд ли в Уфе и тем более в других городах республики есть такая профессиональная техника. Скорее всего, злоумышленник находился в этом же здании. Также специалисты по монтажу объяснили, что вряд ли это врезка, ведь прежде чем появился звук с митинга, была отключена звуковая дорожка самого сюжета. Значит, это было смонтировано заранее, прокомментировал специалист. Да и сами бывшие сотрудники БСТ утверждают, что система закрыта, ее никак нельзя взломать извне. Ну, просто мне кажется, тут вот эта фраза «взлом системы», она нами привычно употребляется, когда мы говорим о каких-то хакерах. Да. На самом деле взлом системы же может произойти действительно там внутри, и кто-то просто сломал привычную систему работы. Например, может быть, такая была формулировка, но это я уже пытаюсь трактовать слова руководителя БСТ. На самом деле, конечно, ситуация такая. Мы вчера встречались несколько средств массовых информации, журналистов, и руководителей СМИ, и пиарщиков. Естественно, мы все это обсуждали. Конечно, много по этому было поводу и шуток, и я видел в Фейсбуке по поводу того, что это, наверное, американцы отомстили. Да, получились, мемы уже появились.
Да, американцы отомстили. Вот, значит, мы взломали там демократов, они взломали БСТ в Уфе. Но если серьезно говорить, то вот мне очень не хочется ерничать над коллегами. Хотя, конечно, не знаю, да, там даже, может быть, мы и не коллеги в этом смысле, да, потому что на БСТ есть радио, по-моему, нет. Или есть? Ну, по-моему, со есть радио. Да. Ну, хорошо. В общем, дело в том, что любое средство массовой информации может оказаться в такой ситуации, что кто-то там что-то либо технически сделает не так, либо, наоборот, сознательно что-то там поставит в эфир, да? И понятно, что ситуация там неприятная для них. То, что там были сказаны слова за отставку Хамитова, это наталкивает на то, что это была какая-то не случайная вещь. Хотя все бывает, конечно, да, но тогда возникает вопрос. Если материал, аудиоматериал, как минимум, то есть мы не знаем, был ли там видеоматериал какой-то, потому что в эфир на БСТ вышел только отрывок вот прям сюжет. А мы можем включить, я спрашиваю нашего звукорежиссера, вот этот отрывок из БСТ? Мы же можем, да? Прям в течение, я думаю, секунд 30-40, да, Никит, нужно для того, чтобы, ну, минутку. Мы включим сейчас этот кусок, чтобы вы поняли. Но просто, чтобы понять, как это работает. Просто я много лет работал на телевидении, могу сказать, что это должно было, скорее всего, быть при монтаже сюжета, либо уже на выходе в прямой эфир. Но если это на выходе в прямой эфир, то человек, подставляется просто невероятно, потому что всем понятно, кто выпускает в прямой эфир. Там, скорее всего, этот сюжет был как-то домонтирован заранее. И, в общем-то, это не составляет большого труда. В общем, человек с минимальными знаниями может это сделать. Другое дело, что такой материал, то есть его кто-то должен был принести на телеканал БСТ. Я не думаю, что у них у каждого на самом деле есть записи митинга против Хамитова. Да? Если это так, то это, в общем, наталкивает на определенные мысли. То есть кто-то принес эту запись, и кто-то ее туда, значит, демонтировал. Ну что, Никит, есть у нас возможность включить? Нет пока? Я еще хочу отметить, что видеозапись, она даже сюжет. Есть же видеозапись этого сюжета, которая выложена в интернет. Да. И интересно, снято что снята на телефон, и она заранее идет запись этого сюжета. Вот это самое интересное на самом деле, потому что есть кто-то ждал этого. Да, кто-то как будто знал, что это будет. Кто-то знал, что это произойдет. То есть это, видимо, не случайность. Это кто-то совершил такую, назовем это слово диверсия, да. Значит, кто-то сидел с телефоном, ждал этого момента новостей, записал это. Ну и кто об этом первый написал? Про Уфу, значит, отправил на Про Уфу. Да? Ну, давайте это так сформулируем. Давайте послушаем, как это все было в эфире. Школы мы увидели не очень пристойную картину. Ну и отсюда возникло желание помочь нашим детям. В Уфимской коррекционной школе-интернат обучаются почти 250 детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря своевременному ремонту этот учебный год для них начнется по расписанию. Руководство учреждения надеется, что отныне они будут черпать только знания, а не протекшую из-под крыши воду. Хамитов в отставку. Раз, два, три! Хамитов, уходи! Раз! И смотрите далее в нашем выпуске. Да, ну вот, чтобы, если вы не видели, да, то вы могли понять, как это было все на самом деле в эфире. Коммерсант пишет, что там вчера работали сотрудники ФСБ по этому поводу. Ну, вот не знаю, насколько, конечно, это такое важное дело, хотя, наверное, важное, потому что представьте, если бы там была какая-то информация, ну, я не знаю, связанная там с экстремизмом, с призывами, я не знаю, там, то есть, условно говоря, насильственным действием. Если такое возможно, то и экстремизм, и любая другая аудиозапись может также попасть. Да, и поэтому, конечно, да, понятно, почему там Федеральная служба безопасности обеспокоена этой ситуацией. Тут, в общем, тоже все понятно. Рассуждали коллеги вчера, что было бы, если бы это случилось при прежнем руководителе республики. И что же говорят? Ну, большинство сходились во мнении, что просто бы директора бы не стало. Ну, в смысле, на своем рабочем месте. Его бы уволили, бы, однозначно. Но не знаю, что будет сейчас. Плюс ко всему, ну, то есть, если версии мы какие-то будем выдвигать, возможно ли это какая-то диверсия против руководителя? Сотрудников против руководителя? Тоже нельзя ведь исключать, потому что там руководитель новый. Как версия, да? Наверняка метет по-новому, да, как любая новая метла. И, наверное, это вызывает
возможно, вызывает противодействие кого-то там из сотрудников. То есть версий, наверное, основных две. Это одна, это кто-то, кто очень не любит Хамитова, решил ему таким образом сделать неприятно, да, а второй, кто-то не любит просто руководителя БСТ нового и решил ему там сделать неприятно. Ну, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Если вдруг какие-то правоохранительные органы найдут следы тех, кто это сделал, то мы, естественно, об этом расскажем. Но это вот я на третьей полосе увидел газеты «Бонус» и решил вам об этом сказать. Ну, еще скажу, большой материал «Все коровы измазаны нефтью». Жители Башкирии переживают экологическую катастрофу. Не пугайтесь, не все, а только в одном месте, там, где произошел разлив нефтепродуктов, 4-5 полоса. Ну, в общем, на самом деле, действительно, экологические катастрофы – это то, что, к сожалению, регулярно происходит в таких регионах, как Башкортостан, ну, просто потому что здесь, да, идет добыча, переработка нефти и так далее. Ну, и, наверное, все уже, тем более, что мы больше и не успеем в этой части ни о чем рассказать. Еще раз напомню, что у нас будет отрывок из программы «Персонально ваш». Да, с писателем Игорем Савельевым. Да, и сегодня вот я радостно хочу сказать, что у нас в гостях будет Станислав Шкель в программе «Персонально ваш», политолог. Да, после 3 часов. Известный политолог, да, который работает не только в Башкортостане. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите, чтобы он что-то прокомментировал, вы можете уже сейчас начинать присылать вопросы. +7 927 304 10 51. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы». В этом смысле. Я бы в этом смысле не дергался. Дергайся, не дергайся, в этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9. Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок-аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант». Семь часов 30 минут в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Худруку Московского Гоголь-центра Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в мошенничестве. 47-летний режиссер свою вину не признает. После задержания в Петербурге он был доставлен в следственный изолятор в Москве на Петровке. Сегодня в полдень состоится суд, на котором режиссеру будет избрана мера пресечения. Пресненский суд опроверг выдачу разрешения Никите Белых на заключение брака в СИЗО. Скорее всего, в ближайшее время все препятствия для заключения союза будут устранены, заявил «Эхо Москвы» адвокат Белых Андрей Грохотов. Пресненский суд сначала подтвердил, потом опроверг информацию о том, что есть разрешение на свадьбу Никиты Белых и Екатерины Рейферт. Я думаю, что действительно, с учетом того, что ранее нам не давали разрешения следствия, ссылаясь на то, что Екатерина Рейферт является свидетелем по делу, поэтому в этом они видели препятствия для заключения брака, то сейчас на стадии уже судебного разбирательства, после того, как Екатерина Рейферт будет допрошена, вот эти все препятствия, скажем так, они отпадут. Грохотов подчеркнул, что брак может быть заключен уже в ближайшие месяцы. Французская «Тоталь» готова принять участие в российском проекте «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает газета деловых кругов страны «Эко». Предприятие на Гыданском полуострове будет производить сжиженный природный газ, который будет реализовывать «Новатэк». Издание напоминает, что французская нефтегазовая корпорация уже является партнером «Новатэка» и владеет 19% пакетом акций российской компании. Свыше 80 миллионов рублей направлены из бюджета Приморья на выплаты пострадавшим от паводка. Соответствующее распоряжение, как передает Интерфакс, подписал губернатор края Владимир Миклушевский. Первые выплаты пострадавшие начали получать 12 августа. Ранее в Приморье из федерального бюджета поступили 2 транша на 99 миллионов и 555 миллионов рублей для помощи жителям подтопленных районов.
Тихоокеанский тайфун Хато обрушился на Гонконг. Местная обсерватория объявила 9-й уровень штормового предупреждения из 10 возможных. Из-за непогоды закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены работы в порту и паромное сообщение. Не проводятся торги на фондовой бирже. В международном аэропорту отменены или задержаны сотни авиарейсов, в том числе и Аэрофлота. В Москве сейчас 21 градус, днем 24-26, ожидаются дожди и грозы, возможен град. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Я всегда хотела быть независимой, и они сделали это возможным. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа. ООО «Финам Уфа». Улица Цурюпа, 75. Телефон 216 11 22. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На Эхе Уфе новости, в студии Милюша Латыпова. Прокуратура Башкортостана опубликовала на своем официальном сайте разъяснение по вопросу изучения башкирского языка в школах республики. В сообщении говорится, что в регионе не допускается преподавание родных языков, в том числе башкирского языка, вопреки согласию родителей и законных представителей учащихся. За нарушение равенства прав и свобод гражданина предусмотрена уголовная ответственность. В ведомстве отвечают, что законом закреплено право, а не обязанность по изучению родных и государственных языков субъектов Российской Федерации. По данным прокуратуры, при утверждении учебных планов обязательно должно учитываться мнение каждого родителя. Напомню, в конце июля на пресс-конференции в Йошкар-Оле президент Владимир Путин заявил, что принудительное изучение неродного языка в школах недопустимо. Сегодня Уфимскому штабу Алексея Навального должны вернуть агитационные листовки, изъятые для проверки на экстремизм. Об этом «Эхо» сообщила координатор штаба политика в Уфе Лилия Чанышева. Напомню, в июле печатные материалы, которые предназначались для штаба, изъяли со склада транспортной компании «Деловые линии». Полицейские объяснили изъятие анонимным звонком с сообщением о том, что в посылке якобы находится инструкция по изготовлению взрывчатых веществ. 3 августа представители Уфимского штаба обратились с исковым заявлением в Демский районный суд, но суд иск не удовлетворил. По словам Чанышевой, вчера активисты написали ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления. В Уфе с 23 по 27 августа будет перекрыта улица Заки-Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури. По данным столичной администрации, это связано с подготовкой к проведению фестиваля «Молочная страна». Вчера в столице хоккейный клуб «Салават Юлаев» в стартовом матче 10-го сезона континентальной хоккейной лиги одержал победу над Владивостокским «Адмиралом». Счет игры 3-1. Следующий матч уфимцы проведут дома 26 августа с хабаровским «Амуром». И о погоде. Сейчас в столице плюс 18, ясно. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 28, вечером плюс 25. Милюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Продолжаем наш эфир. Дина Мударисова, Максим Курников. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений. Тетя Роза возмущена зарплатой выпускников. 11 300 рублей в супермаркете получали все, даже грузчики. Вот. 3 года назад. Ну да, это она про зарплату Кумертау. Да. Ну что, экономистов, по-моему, причем, или кого там. Давайте перейдем к следующим темам. Я, конечно, думаю, что вот прежде чем послушаем отрывок из программы «Персонально ваш», пару слов скажем по тем новостям, которые озвучила Милюша Латыпова по поводу башкирского языка и прокуратуры. Да? Да. В общем-то, прокуратура высказалась, в отличие от главы республики,
четко и ясно. Башкирский язык хоть и государственный, но никто ему не может заставить учиться. Да. И это, в общем, накануне 1 сентября очень важное заявление. Я даже не знаю, какое здесь голосование ставить. Все, конец истории. По Фукуяме практически, да, такое голосование. Может быть, они просто устали, что им звонят и спрашивают, да. И решили просто дать всем ровно ответ. Так они и написали. В связи с тем, что нам все звонят и спрашивают, мы четко разъясняем. Как вы думаете, в общем-то, по крайней мере, на ближайшие 2 года, да, давайте так поставим, тема, в общем-то, закрыта, то есть понятно, что это обсуждать-то будут. В общем, теперь все понятно. 262-72-47. Нет, вам кажется, что, скорее всего, какая-нибудь из ветвей власти попробует за башкирский язык, что называется, впрячься. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. В общем, прокуратура расставила точки над «и». Теперь все понятно. 262-72-47. Нет, какая-нибудь из ветвей власти, я уж не знаю, там, наш великий Курултай, или там глава республики, или там, я не знаю, суд попробуют все-таки впрячься, скорее всего, за башкирский язык, но не может же вот так эта история просто закончится одним письмом прокуратуры, одним разъяснением прокуратуры. 262-72-48. 262-72-47. Все понятно? В общем, прокуратура расставила точки над «и». 262-72-47. 262-72-48. Нет, вам кажется, что все-таки за башкирский язык как обязательный в школьной программе, так или иначе, формально, может быть, не обязательно, но по факту обязательно все-таки кто-нибудь еще там поборется и тоже будет разъяснять нам, как нам трактовать закон. 262-72-48. Голосуем буквально 2-3 минуты и потом слушаем. Для тебя неожиданно это письмо прокуратуры? Потому что, ты ведь тоже, да, как раз писал большой материал по языкам, которые изучаются в России. И, кстати, еще раз, если что, мы наверное, сегодня, как это называется, обновим материал про языки, который у нас есть по всем республикам. Мы там укажем, что в Башкортостане прокуратура, соответственно, написала разъяснение, сделаем пометочку, естественно, пометим, что мы это сделали позже. Но если вам интересно, как языки изучаются в разных регионах России, то, пожалуйста, на сайте эхомск.уфа.ру вы можете найти, или проще, наверное, уже даже в Яндексе, набрать просто как изучаются языки в России. Да, там как раз ответы Министерств образования там чаще все, всего. Там есть и официально, и неофициально, все как по стране у нас обстоит. А вам кажется, что тема с языками в Башкортостане закрыта? По крайней мере, на ближайшие 2 года прокуратура все очень четко дала понять. 262-72-47. 262-72-48. Нет, вам кажется, что какая-нибудь из ветвей власти все-таки попробует как-то повлиять на ситуацию и не допускать такого трактования закона. 262-72-48. Буквально еще 30 секунд и подводим итоги голосования. Я, ты знаешь, скажу, что как там, дорогая ложка к обеду. Вот мне кажется, что дороже ложки редко когда можно встретить. Они очень вовремя, да, это они сделали? Это сделали очень вовремя, потому что мало того, что как раз на пике этой общественной дискуссии, так еще и в тот момент, когда действительно в школах сейчас придут родители и будут с самого начала говорить: так, ребята, нет, мы пожалуйста, вот бумага, вот разъяснение, да, поэтому идите лесом. Что, останавливаю голосование, у нас следующие результаты получаются, я сейчас думаю, тут допадают голоса. И вот что у нас получается. 33% наших слушателей считают, что прокуратура расставила все точки над «и», и теперь все понятно. 67% считают, что письмо прокуратуры будет чем-то перебито, да, то есть кто-то из других органов власти попробует ситуацию снова подвесить, потому что она была какая-то такая подвешенная, она была неясная, да, какая-то немножко такая мутная, а и 67% считают, что нет, одним разъяснением прокуратуры такой вопрос не разрубить. Что ж, теперь, как я и обещал, мы переходим к отрывку из программы «Персонально ваш». У нас вчера был Игорь Савельев, который говорил, в том числе о Серебренникове.
Дело в том, что мы, когда в прошлый раз были в этой студии, довольно много говорили о так называемом театральном деле, о Кирилле Серебренникове. Вы рассказывали, что вас это беспокоит, что вы на это смотрите, что для вас это важная веха, да, и там, важный маркер того, что происходит в стране. И вот буквально незадолго до того, как вы сюда к нам пришли, стало известно, что его арестовали, и что это, в общем, повернулось все гораздо серьезнее, чем, в общем, даже представлялось, наверное, еще 2 недели назад. Как вы это расцениваете? Это какой-то сигнал? Это что-то такое, на что стоит обратить внимание? Или это, в общем, логичное продолжение того, что было? Да нет, это что-то довольно странное, потому что понятно, что как бы история вокруг Серебренникова, она не была чем-то из ряда вон, потому что разные театры, разные творческие проекты прессуют как бы по-разному, но это все не переходило определенных границ. Сейчас человек попал за решетку. По-моему, таких прецедентов все-таки у нас не было во всей нашей богатой истории. По крайней мере, с такими известными режиссерами, да? Ну да, вот. Поэтому как бы это довольно странно. Но, с другой стороны, я сегодня читал мнение коллег о том, что это было следственным органом известно заранее, и с этим якобы был связан отмена премьеры балета «Нуреев», потому что кто-то уже знал, что в этот момент Кирилл Серебренников будет находиться в заключении. В конце концов, он свою миссию уже выполнил на тот момент, когда премьера должна была произойти. А тем не менее, у нас же страна сигналов. Какой сигнал посылается и кем? И кому? Я понятия не имею. Кем, на самом деле, в отличие от каких-то процессов, которые там происходят там, вокруг Башнефти, еще где-то, где, в принципе, расклад игроков примерно понятен, в культурной сфере он достаточно запутан, потому что есть какие-то одиозные фигуры профильного руководства, типа Министерства культуры, Мединского, есть какие-то непонятные общественники, есть люди типа Поклонской, за которыми там все гадают, стоит ли за ними какие-то, допустим, церковные силы, или это просто какое-то творчество или это высшие силы масс, да, за ними. И как бы на самом деле тут никто ничего не понимает, и кто стоит за арестом Серебренникова, мне, по крайней мере, тоже непонятно, и какие к нему могут быть вопросы юридические, мне тоже не ясно. Игорь, но тем не менее, если мы вот продолжим тему сигналов, да, вот есть такой политолог Валерий Соловей, который уже успел в Твиттере это прокомментировать, он сказал, что это сигнал творческой элите, что остаться в стороне от этой предвыборной кампании будет нельзя, и нужно поддерживать кого нужно, а кого не нужно поддерживать, не нужно. Нет, мне кажется, что это немножко сигнал не туда, потому что понятно, что творческая элита не будет поддерживать того, кого нужно, по мнению... Почему? После таких сигналов, может быть, и одумается. Вот вам не стало вот понятно, кого сразу нужно, а кого не нужно? Не стало понятно. Мне кажется, что все-таки это какая-то история немножко другого плана, потому что понятно, что человек, который получил премию Каннского фестиваля там, в прошлом году и так далее, то есть, что это прежде всего какая-то экспортная история. На самом деле скандалы вокруг уголовного дела Серебренникова, они вызвали гораздо больший ажиотаж на Западе, в кругах близких к Каннскому фестивалю, тому же, нежели у нас. Вот, и когда человека арестовывают и находят в заключении, то есть это поднимет большой международный шум. Я думаю, что как бы это значительно важнее для властей, чем то, что происходит в творческой элите здесь. А вот что я хочу понять. Вот вы привели в пример как раз процессы по нефтянке, например, то есть по деньгам, да? Там понятно, что люди делят. Там понятно, что люди делят конкретные предприятия, там люди делят конкретные месторождения, наверное, да? Какие-то большие финансовые потоки. А история про театральное дело – это история про деньги или про идеологию, на ваш взгляд? Мне кажется, это история больше про идеологию, потому что деньги там, конечно, какие-то есть, но, в принципе, во-первых, они не такие большие, во-вторых, все про них более-менее известно. То есть, когда начиналось дело Серебренникова, было уже известно, сколько миллионов там, когда, кто ему выделил. Там шли дискуссии, поставлен спектакль, не поставлен, но, в общем-то, это как бы какие-то конкретные суммы, которые очевидны, и тут какой-то вопрос передела каких-то средств не стоит, потому что эти все средства на виду, и они не очень большие. Напомню, это был писатель Игорь Савельев. Мы говорили не только о Серебренникове, там было еще несколько тем, кстати говоря, язык тоже. Потому что, как с писателем не говорить про язык, если хотите полностью послушать, то либо на YouTube, либо на нашем сайте эхомскауфа.ру, либо в Фейсбуке, в конце концов, где мы тоже сейчас транслируемся. Ну, по поводу Серебренникова, конечно, один из вопросов был, вы вообще как думаете, много ли людей знает о том, кто такой Серебренников? Ну, понятно, что среди слушателей «Эхо Москвы» такой вопрос проводить не стоит. А вот волнует ли вас его судьба? Ну, да, вот откровенно говоря. Вот вас вообще это трогает или
раздули, понимаешь, вот почему, когда только трогают какого-нибудь любимца публики, тогда тут все... Да, может причем, быть, потому что причем какой публики? Публичный да? человек. Ну, даже дело не в этом. Вот вам судьба Серебренникова кажется вот для вас лично, вот это вот значимая история? Или вы не понимаете, почему вокруг этого так много шума? 262-72-47, да, это для меня лично значимая история, для меня какой-то важный маркер того, что происходит, да. 262-72-48, не понимаю, почему именно из-за него раздули, потому что много есть других уголовных дел, по которым почему-то так много не шумят. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Для меня лично это важная история, да, ну, по разным причинам. Если хотите выяснить, по каким причинам, то, пожалуйста, позвоните, точнее, напишите по СМС +7 927 304 1051, ну, или просто позвоните 262 72 47, и тогда мы поймем, что для вас эта история важна по каким-то причинам. 262 72 48, для вас эта история, вы не понимаете, почему так много шума именно из-за него. Ну, почему, вот, при всем уважении, как говорится, да, к художнику, но почему именно из-за него так много шума, вам непонятно. 262 72 48. Белла, ты была хоть на одном спектакле Серебренникова? Я не была на спектакле Серебренникова. Фильмы Серебренникова ты смотрела какие-нибудь? Фильмы, ну, я... Нет. Естественно, нет. Вот, то есть тебе безразлична судьба Серебренникова? Нет, не безразлично. Почему? Потому что это показатель все равно того, что у нас ты происходит. Ты даже не видела фильм, может, он снимает какую-нибудь гадость. Может быть, ты посмотришь и скажешь, все, правильно посадили. Я вчера, когда изучала, вникала, пыталась в эту тему, то я посмотрела отрывок из его спектакля. И, раньше и что, я там тоже... все голые ходили? Нет, не голые. Обнаженные? Нет, они там просто были в обычной одежде повседневной нашей, вот в обычном. И, не знаю, мне кажется, это отражение нашей действительности, то, что он сейчас делает, и уже зрителю судить, даже не судить, а как-то воспринимать или не воспринимать это все. То, что с ним делают, тоже отражение нашей действительности. Может быть, это такой перформанс. 262 72 47, простите, конечно, я понимаю, что это черный юмор абсолютно, но 262 72 47 номер телефона для тех, кто считает, что это важная веха, и вы следите за этим делом. Для вас лично это важно. 262 72 47. 262 72 48. Вы не понимаете, почему именно вокруг Серебренникова раздувают так много шума, ведь есть другие дела, да, и тоже несправедливо людей судят. Там люди, которые выходили на митинги там 6 мая, 12 июня, да, или там в марте, и об этом так много не говорят. Это несправедливо, в конце концов, на ваш взгляд. 262 72 48. И мы через 20 секунд подведем итоги голосования, запустим еще одно, связанное уже не с Кириллом Серебренниковым, скорее, а с этой ситуацией со всей. Буквально еще 10 секунд и подвожу итоги голосования. Сам Серебренников называет все это шоу, потому что его забрали там посреди ночи или там рано утром. Я думаю, что слушатели наши в курсе, просто нет смысла пересказывать эту историю. Останавливаю голосование, я тебе могу сказать, что, по крайней мере, на сегодня это самое активное голосование. Значит, тема действительно интересует слушателей «Эхо Москвы». 73% наших слушателей говорят о том, что это важная для них личная история. 73% слушателей «Эхо» хоть и Москвы, но в Уфе. Да? И возможно, они как раз видели спектакли или видели фильмы. Не знаю, может быть, они ничего не видели, может быть, они просто так чувствуют. Да? Сочувствуют. 27% говорят, что не понимают, почему именно вокруг Серебренникова поднимается этот шум. Вы знаете, я вот в этой истории... Недавно, кстати, было интервью, многие, наверное, видели, Ходорковский давал интервью Дудю. И тот его спрашивал, а почему вы не уехали, там, и так далее, и так далее. И вот, честно говоря, у меня вопрос такой, у Серебренникова работы по всему миру, да, будет полно. Он в Германии ставит, он там лауреат Каннского кинофестиваля, и поэтому... Да, его лишили загранпаспорта. Проблем с работой бы у него не было. Почему он не уехал, когда только-только все началось? И, там по-разному люди отвечают на этот вопрос, но я хочу спросить у вас. Если бы у вас были средства и возможности работать за рубежом, и вы знали наверняка, что против вас завели дело, вы бы уехали или нет? Если бы у вас были средства и возможность работать за рубежом. 262 72 47. Честно говоря, я бы уехал, если бы знал, что на меня завели уголовное дело здесь, в России. 262 72 47. Нет, я бы не уехал. По каким причинам, это вы уже напишите нам по СМС. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел.
Я бы точно уехал, если бы у меня была такая возможность, и я знал, что на меня завели уголовное дело. И я не понимаю вот этих геройств, там, Ходорковского, Серебренникова и кого угодно. 262, 72, 47. Я, честно говоря, бы уехал. 262, 72, 48 нет. Это трусость, это предательство. Это неправильно. В конце концов, ты подставляешь людей, которые с тобой были все это время, да, может быть. Ну, по крайней мере, там, в случае Серебренникова, наверное. 262, 72, 48. По разным причинам нет, да, но нет, я бы не уехал. 262, 72, 48. СМС, я напомню, номер для СМС, +7 937, 927, я тут вижу номер СМС нам пишущего человека. Так вот, +7 927 304 1051. Напишите, почему вы бы уехали или вы бы не уехали в такой ситуации. +7 927 304 1051. Да, Серебренников вообще в одном из интервью говорит, что объясняет причины, почему же он не уехал. И он говорит, что такого зрителя, как у нас, как в России и в Москве, в его театре больше нет нигде. И он хочет работать здесь и видеть вообще вот эту отдачу зрителя, которую он чувствует и которая ему необходима, как режиссеру, как художнику. Вы бы уехали от любого зрителя. 262 72 47. 262 72 48 вы бы не уехали. 262 72 48 вы бы остались. Ну, так как Серебренников, или я не знаю, если вам неприятен этот пример, придумайте какой-нибудь свой. Да? 262 72 48. Приходят смс-ки, и нам пишут, что, в принципе, судьба каждого российского гражданина волнует меня. Понимаешь, как? Ну, за каждого российского гражданина ты не напереживаешься. Это же дело такое энергозатратное. Я даже, знаешь, не рискну тебя спрашивать, как бы ты поступила, потому что я сам боюсь даже думать об этом. Я просто понимаю, насколько это реально... Но, с другой стороны, это очень близко к любому человеку. Абсолютно. Насколько это реально сегодня у нас в стране. Просто получить ни за что какое-нибудь там уголовное преследование. Хотя, почему мы так говорим ни за что? Мы же не знаем, как там. Ну, просто в любом случае, даже если там у них была какая-то эта махинация, ну, зачем сажать режиссера, который, ну, что, он убьет кого-то, что ли? Ну, серьезно. Убьет он, что ли, кого-то? Да, уголовка. Бред какой-то. Ну что, останавливаю голосование. Сейчас допадают голоса, и я скажу, как у нас распределились эти голоса. И ты знаешь, очень однозначно оно у нас, в общем-то, получилось. 90% наших слушателей, 90% говорят о том, чтобы они бы свалили. Они бы сбежали бы и даже бы не оглядывались, наверное. И 10% говорят, нет, я бы здесь до последнего. Вот здесь это где, интересно, все-таки? Здесь это вот в Уфе, в России? Да нет, ну какая разница? Ну здесь, ну как бы в России, конечно. Мы же ставили вопрос про Россию. И 10% вот, ну таких меньшинство. Давайте скажем честно, таких меньшинство. Я, кстати, знаком с некоторыми политэмигрантами. Я сейчас не про Чадлина. Тем более, что он еще не получил же, да, официально там никакого убежища. Нет, уже с теми встречался, кто туда уехал. По-разному там у них судьба сложилась, но тем не менее, в общем, они как-то не жалеют о своем поступке, это точно. Может быть, они это не озвучивают, может быть, и жалеют на самом деле, но не озвучивают. Но они, в общем, говорят, ну, что там учатся, ну, лучше уедем. Ну, вот есть такие, по крайней мере, 10% среди наших слушателей, которые говорят, нет, будем до последнего со своей И Серебренников страной. тоже остался, и вот... Я в такие моменты вспоминаю Валерию Ильиничну Новодворскую, которая говорила, что мое проклятие каждому, кто бросит, значит, борьбу и уедет в страну обеспеченно. Уедет из страны обеспеченно. Ну что, дорогие друзья, давайте перейдем к теме такой. Я надеюсь, что она хоть поднимет немножко настроение нам всем перед тем, как закончим программу. Случайно получилось, что в гостинице, где... Вообще, нахождение в гостинице – это очень полезная штука, да, потому что мы встречаем огромное количество людей разных. Из разных стран. Да, да. И вот в гостинице, как раз где находится наша студия, гостиница «Атолла», если вдруг кто-то не знает. Так вот, мы встретили здесь замечательного корейца, который путешествует. Ну, я пытаюсь подобрать слово. Путешествует — это какое-то неправильное слово. Изучает Россию. Который настолько сумасшедший, представляете, что он из Кореи на пароме. Он купил мопед. Мопед. Специально для этого. Специально для этого. Он купил мопед, вот буквально там, пару месяцев назад он его купил. На пароме доплыл до Владивостока, а во Владивостоке сел на этот мопед,
Кстати, ему по дороге транспортировки там его сломали немножко, там разбито у него лобовое стекло на этом мопеде. Так вот, он сел на этот мопед в Владивостоке и поехал в Испанию. И сейчас вот он находится в Уфе, сегодня он как раз выезжает из Уфы в Казань. Это очень интересный опыт, да, потому что приезжает иностранец, который никогда до этого в России не был, вот он смотрит эти города, начиная от Владивостока, и, по крайней мере, до Уфы, он уже может что-то с чем-то сравнивать. Я вчера вызвался ему показать Уфу, и, в общем, ему Уфа, кажется, очень понравилось. Мы были тут в нескольких музеях, музей Нестерова, например. Мне кажется, там ему понравилось больше всего. Так вот, мне было интересно, я задал ему несколько вопросов. Мне было интересно, во-первых, как он увидел города российские, тем более, что он чиновник как раз сеульской администрации, он работает в городской администрации. Но он еще довольно молодой, да, надо это сказать. Сколько, как ты думаешь, ему? Ну, мне кажется, лет 27. Нет, ты очень сильно ошибаешься, он просто очень хорошо выглядит. Ну, хорошо. Ему почти 40. Ой. Да, он работает довольно давно уже в администрации Сеула, он как раз там занимается архитектурой, и мне интересно было, как он оценит российские города. Он очень умело уходил от ответов по поводу российских городов, он говорил, что они все интересные, там, и так далее. Очень политкорректный был, да, но знаешь, что самое главное? Я попросил его сравнить дороги в разных местах. Он сказал, что пока из всех дорог, где он был, дороги в Башкортостане самые лучшие. Но это не потому, что здесь такие дороги хорошие, а потому что все, что по ту сторону вот, да, от Урала, это просто какой-то дикий ад. И он, знаете, он пытался объяснить, не сказать, чтобы он говорит по-английски довольно хорошо, но не бегло как-то так. Он пытался подобрать слова, и он все время сбивался на смех. То есть он, например, говорил «Хабаровск», и начинал так заливаться смехом, и он не мог подобрать слова. То есть нужно было определить по величине смеха его, да? Да. Но потом он говорил, значит, он рассказывал, значит, Владивосток-Хабаровск, ну так показывал, значит, так. И потом говорит, да, после Хабаровска, и он начинал смеяться, а когда он дошел до Читы, он уже просто вот практически лежал и держался за живот. На полном серьезе он даже не смог подобрать слов на английском языке, чтобы описать состояние дорог в этой части России. Я в такие моменты всегда вспоминаю знаменитый автопробег на желтой Ладе Калине и обещание, значит, нашей великой партии «Единая Россия» по поводу того, что они к такому-то году там построят такую автомагистраль и так далее. Хорошо, что кореец не знал об этих обещаниях. Спасибо всем, кто писал нам сегодня и слушал нас и голосовал. До свидания. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.